Ну что ж, приветствую наших дорогих зрителей портала, любимого портала Питер Татар. Всех приветствую. Я сделала сюрприз. Если вы заметили, у меня вот эта красота, которая за спиной, это великолепное место, уголок, оазис в Санкт-Петербурге. Владелец этого красивого места называется «Шелковый путь отель Халяль». Пригласил в гости и разрешил нам здесь сделать этот эфир, который как раз-таки так получается торжественный еще и благодаря окончанию месяца Рамадан, месяца милости, благословения Всевышнего, когда мы все как раз-таки заглядываем внутрь, работаем над собой, читаем Коран, по ночам еще больше молимся, и, соответственно, вот эти моменты генеральной уборки души и все, что связано с созидательными процессами, они нам помогают. Альхамдулиллах, значит, хочу сказать ассаламу алейкум рахматуллахи баракятуху в таком месте, в халяльном, и, соответственно, бисмилляхи рахмани рахим. Хочу увидеть, присоединилась ли к нам наша уважаемая гостья. Это женщина, которая на протяжении всей подготовки к нашему эфиру меня бесконечно восхищала. То есть, знаете, это вот как аромат розы. Начинаешь вдыхать вот эти ароматные нотки, и одна, вторая, третья грань открывается, и думаешь, как же этот эфир, я очень переживаю, потому что она посол мира, она мое вдохновение, и, будем так говорить, человек, на которого бы я хотела тоже равняться в будущем и в настоящем. Большую интригу я сделала и в анонсе, и, соответственно, надеюсь, наш эфир будет таким же импровизационным, интересным и насыщенным, потому что каждая гостья – это драгоценность. И надо отметить, что трепетно она к нам присоединяется как раз-таки в праздничный день, в Уразу Байрам, и ждем ее, нашу замечательную гостью Рамзию Римму Анваровну Кашапову. Итак, мы ждем также от вас вопросы, пожелания. И, конечно же, пока мы ждем гостю, я еще хочу рассказать о том, что этот отель Халяль, который нас гостеприимно принял. Вот у меня здесь помощники, видите, раз и два. Вот в таком я окружении. У него, как вы видите, тоже телефон, он тоже в режиме онлайн. Вот с такими замечательными помощниками мы сегодня здесь, в ресторане «Навруз», который примыкает к халяль-отелю «Шелковый путь». Вообще вся жизнь – это путь, и, конечно же, дай Бог, чтобы у всех он был шелковый, насыщенный, интересный, наполненный солнцем и вот такими прекрасными местами, оазисами для души. И здесь очень-очень вкусно готовят, вкусный чай. В общем, начинаем пропитываться всем этим колоритом и цветиком. Итак, где же наша замечательная гостья? Я ее жду. Где она, где она? Здесь, может быть, как раз попробую показать, несмотря на то, что карантин, меня сюда вот все-таки пригласили и сказали, здесь роспись великолепная. Хочу показать, пока в гости нет. Посмотрите. Опа! В общем, это такая панорама. Из меня, конечно, оператор достаточно скромный. Все-таки мой жанр – это речевой. Но в то же время, как говорится, вот общая картинка, впечатление у вас состоялось. Значит, как будет кто в гостях в Санкт-Петербурге, знаете, что есть халяль-отель, «Шелковый путь», всегда гостеприимно, огромный номерной фонд в плане возможностей, пожеланий на бюджет разный, поэтому будем знать про это замечательное место. Итак, я вижу нашу гостью, и мы ее в эфир приглашаем. Да, я вас вижу, я уже здесь вас пригласила. Итак, Так, боже мой, какая красота!
Я вас очень рада видеть. Исян Миссис, здравствуйте, добрый день. Добрый день, Исян Миссис. Итак, мы вас пока ожидали, я небольшое сделала вступление, что мы в красивом месте. Видите, это ресторан «Навроз», который примыкает к халяль-отелю, называется «Шелковый путь». Вот, собственно, я рада, что вот эти первые деньки праздничные после месяца Рамадан вы с нами, поэтому передаю эстафету вам, послу мира. Спасибо. Поздравить нас всех, да, нас, мусульман, и вообще всех, все человечество с этим месяцем и с этим праздником. Хайрликан и Исян Миссис, позвольте вот всех верующих, позвольте всех, вообще и в том числе всех, поздравить с великим праздником, одним из самых значимых праздников в исламском мире, пожелать вам добра, здоровья, прежде всего, терпения, душевной гармонии, благополучия, и чтобы всегда в вашей семье было тепло. Аминь. 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 Вот, да, я бы хотела как раз уже продолжить. Здесь наша уважаемая гостья, я ее представлю уже официально после такого теплого, уютного домашнего поздравления. С нами сегодня в эфире на наши вопросы, на наши пожелания будет общаться замечательная Рамзия. У вас еще второе имя есть, Римма. Да, у меня есть второе имя. Да, Кашапова. Вы у нас являетесь членом Организационного комитета международного конкурса International Fashion. Ну и самое главное, вот эта драгоценность, которая связана с издательской деятельностью, мы с вами коллеги, вы заместитель главного редактора, руководитель единственного журнала, который выпускается на татарском языке для мощное издание, которое на протяжении нескольких лет, можно сказать, веков, да, объединяет наше женское пространство. Поэтому я предлагаю сегодняшнюю нашу беседу поделить на те модули, будем так говорить, да, на те части, которые наиболее мы с вами в преддверии этой беседы обсуждали. Это все, что связано с женщинами, какая она была, какая она сейчас, в чем же формула, в чем же успех наших женщин татарских, и не только, вообще все, что объединяет наше тюркское, азиатское пространство. Потом, конечно же, по воспитанию, потому что женщина, она как бы все-таки дает вот эту повестку и является проводником, да, в мир уже внешний, огромный для своих детей. И все, что связано, наверное, так как мы в первый день праздника Уразы Байрам соединим вот этот вот компонент национальный, этнический, с мусульманским, с нашим главным, да, фундаментальным. Ну и там у нас еще есть секрет, сюрприз, о котором мы тоже поговорим. Пока не будем открывать, мы это оставим на десерт. Вы намек мой, да, распознали, о чем мы там еще с вами поговорим. Да. Ну что ж, первоначально хотелось бы как раз поговорить о роли женщины, да, вот, собственно, ее, вот будем так говорить, портрет, социально, наверное, такой вот социальных характеристик, вообще, в принципе, вот мама, жена, дочка, да, и вот соратница. Кто такая татарская женщина? Вот поделитесь формулой успеха. Вы знаете этих женщин успешных. Конкурс проводится каждый год, и в журналах все об этом пишется, о ваших героинях. Расскажите. Хорошо. Давайте начнем с того, что все-таки я являюсь представителем всетатарского издания для женщин «Сюймбике». Безусловно, журнал несет вечное, доброе. Это литературно-художественное издание, прежде всего, социальная защита женщины. Здесь все, то есть здесь весь татарский мир женщины. Вы знаете, я хочу сказать, что даже рассказать немножко отступление. Дело в том, что многие не знают, откуда у нас вообще появилось на свет это издание. Вот я вам расскажу такую интересную историю. Был такой великий, ну, я не могу сказать великий, для нас он сейчас это великий, потому что он является первым редактором нашего журнала, Якуб Халили. Это был такой
передовик своего времени, в общем-то, довольно-таки известный, скажем так, предприниматель того времени. И когда настало время создать семью, и он решил жениться, и, естественно, в то время женились, сами знаете, по сословиям, по материальным своим возможностям есть. И когда он посватался к девушке, первым условием его будущей супруги было то, что он должен сделать издание для просвещения женщин. Это она инициативу получила? Да, это было ее условие, и на это условие он согласился, и случилось такое чудо, как наш журнал «Сюймбике». В 1913 году создали журнал для просвещения татарских женщин того времени. Вот такая удивительная история. Но история первых наших, то есть жизненная история первых наших редакторов, она очень печальная. Многих в то время, после революции, это уже из них репрессировали, и Якуба Халиле его расстреляли. И поэтому судьба журнала была, как говорится, висела на волоске, но Советский Союз, вернее, российская после Великая Октябрьская революция внесла свои коррективы, и, безусловно, в советский период журнал начал выходить под названием «Азат Хатын», «Свободная женщина», и, соответственно, она придерживалась той идеологии советского периода, и тем не менее журнал наш не менялся, журнал был верен своим идеалам, и на сегодняшний день то же самое, я думаю, происходит. Те, кто наш журнал читают, они знают, о чем я говорю. Я хочу сказать, что журнал именно для тех женщин, которые считают себя настоящими татарскими женщинами, мудрыми, женщинами-матерями, женщинами-дочерями. Вы понимаете, татарская женщина это прежде всего всегда была женщиной просветительной. То есть она несла в свою нацию, свой дом, в свое гнездо в первую очередь просвещение. Поэтому наверное, самой лучшей чертой татарской женщины всегда является целомудрие и мудрость. Вот, когда женщина умна, образована, когда она очень много знает, она держит язык за зубами. Вот это да, это как раз-таки отличает Это мудрую очень женщину. важно, да. Да. Женщина должна уметь быть мудрой. Вот только образованная и просвещенная женщина может быть мудрой. На сегодняшний день я хочу сказать, что наш журнал является одним из самых передовых изданий у нас не только в среде, не только я имею в виду в республике, но и в странах СНГ, на территории бывшего Советского Союза. Все его знают и помнят. Кто-то помнит под названием «Сюймбике», мало кто, вернее, многие помнят под названием советского периода «Азат Хатын». Вот, мало кто помнит под названием «Сюймбике», только историки. Вот, но нынешнее наше поколение, вот уже молодежи, оно выросло именно на журнале «Сюймбике». Вот. Вы знаете, дело в том, что вот все удивляются, откуда, почему вот идет такой код татарской женщины, что же такого в ней интересного, что же такого в ней удивительного. Вот сегодня такой... Вы знаете, такой сегодня праздник великий, исламский. И вот я немножко хочу отойти на тему ислама, потому что татарская женщина – это, безусловно, женщина в вере. И наш пророк Мухаммед оставил несколько правил для родителей. Если кто не знает, я хочу напомнить. Существует несколько правил для родителей, как по воспитанию детей своих. То есть это несмотря на половые признаки. Если у тебя и в семье хоть и мальчик, хоть и девочка, ты должен выполнить определенные условия. Это прежде всего ты должен обучить грамоте своего ребенка. Это раз. Второе. Ты должен своего ребенка научить скакать верхом на лошади. Третье.
Ты своего ребенка должен научить плавать. Четвертое, ты должен своего ребенка научить стрелять из лука. Если все это адаптировать на наше время, то есть ты должен дать хорошее образование своему ребенку, ты должен дать хорошее воспитание своему ребенку, твой ребенок должен быть мобильным, твой ребенок, вот плавание это безусловно здоровье, но плавание еще дает инстинкт такой развивает под названием самосохранение. Вот инстинкт самосохранения дает именно плавание. Ну и стрелять из лука в наше время это самозащита. То есть человек должен уметь защищаться. И я думаю, что стрелять из лука в то время означало, что человек должен воспитывать в своих детях и воинов, то есть защитников своего родного дома. Я думаю, что вот в этом плане, вы знаете, Израиль очень правильно поступает, потому что у них в армию ходят и девочки, и мальчики. Да-да-да. Да, вот. Но в то время, в принципе, вообще, что такое религия? Религия – это, конечно, безусловно, это правило хорошего тона. Вот мы должны воспитывать своих детей таким образом, чтобы нам потом не было за них стыдно. Да, вот она, вот эстафета, да, марафон, который они Совершенно потом верно. проливают, да-да-да, конечно. Совершенно верно, да. И я хочу сказать, вот, казалось бы, журнал, ну что такое журнал? С одной стороны, ну да, издание, в общем, довольно-таки много разных изданий. И тем не менее, вы знаете, что, например, в конце 19-го, начала 20 века, когда появилось такое сословие, как татарская буржуазия, именно женщины стали родоначальниками таких первых женских гимназий, мектебов. Это мектебы были созданы в Уфе, мектебы были созданы здесь у нас в Казани. И вот эти вот первые, скажем так, создатели этих учебных заведений, это было что-то вроде, чтобы было понятно всей аудитории, это было что-то вроде Института благородных девиц. То есть для таких сословий, для девочек более высоких сословий, они обучались там всему. То есть этикет, и рукоделие, правила хорошего тона, науки, безусловно, и математика, и все естественные науки, религия и так далее, и так далее. То есть они, получается, вообще выходили с очень высокообразованными девушками. Вот. Что самое интересное, наш журнал, когда вернул свое историческое имя Сюмбике, вот у нас Роза Рахматулловна Туфетулова, она в конце 90-х годов вышла с этим предложением к правительству нашей республики, чтобы еще раз открыть женскую татарскую гимназию. И она у нас есть, и там обучаются наши девочки великолепным наукам. У нас есть 12-я гимназия здесь, в Казани, татарская гимназия. Вот основателем этой гимназии является главный редактор журнала «Сюмбике» в 90-х годах Туфетулова Роза Рахматулловна. Вы знаете, Туфетулова Роза Рахматулловна, у нас вообще считаю я ее легендарной женщиной, легендарной личностью, потому что Роза Рахматулловна создала общественную организацию «Аккалфак». Именно «Аккалфак», да. Вот из Сюмбике, главный редактор журнала Сюмбике Роза Рахматулловна создала эту общественную организацию, чтобы собрать татарских женщин, общественных деятелей, писателей, женщин, которые в культуре, в науке, объединить, да, и передать все великое наследие татарских женщин дальнейшему подрастающему поколению. А общественная организация является вообще всемирной организацией, она объединяет огромное количество женщин, и, как всегда, мы стараемся тоже привнести свои какие-то интересные и мысли, вспомнить историю. И главное, вы знаете, главное для молодежи – это просвещение. Молодежь должна знать свою историю, молодежь должна знать свою культуру, чтить традиции. Вот это вот наша самая главная миссия на сегодняшний день.
Получается, что в вашем журнале там есть отдельные рубрики, которые связаны с воспитанием, да, вот, и вот там, Безусловно. да, то есть Да. есть какой-то отдельный фокус внимания на воспитание именно будущих мужчин, да, вот Да. сыновей, вот, потому что это же наша опора. Это очень серьезная тема, да. Да, это хотелось бы из ваших уст узнать, потому что у вас там сконцентрирована вся эта мудрость, все эти знания и кризис семьи, потому что есть, да, ситуация там какой-то вот инфантильности в какой-то степени, но ведь есть также и знание о том, что лучшие мужья это кто? Те, которые и в религии, и соблюдают, и понимают всю ответственность. Вот какие основные, будем говорить, аспекты, вот как воспитывать будущего мужчины? Что вы там смогли, вот, будем говорить, передать уже современности, да, исходя из прошлых знаний и адаптируемых в сегодняшних реалиях? Вот поделитесь с нами вот этой Вы информацией. знаете, вообще это очень сложный вопрос. Мгм. Почему сейчас я постараюсь немножко объяснить. Дело в том, что, к сожалению, так случилось, что мы вырастили несколько поколений довольно-таки субтильных мальчиков. Вина в этом, я считаю, это лично мое сугубое мнение, я считаю, что вина в этом, безусловно, материнская любовь. Надо Перелюбили, быть очень взлюбили? сильной. Да, надо быть очень сильной женщиной, чтобы понимать, что ты своей любовью только вредишь своему сыну. И поэтому надо быть готовой к тому, что сын – это мужчина, который защитник, это мужчина, который родоначальник всего, это мужчина, который должен вести свой род к процветанию, к будущему. И если он слаб и физически, и духом, к сожалению, это может привести к краху. Поэтому я всегда преклоняюсь перед женщинами, которые умеют воспитывать мужчин. Как бы она его ни любила, она всегда его держит в строгости, потому что мужчин нужно держать в строгости. Мальчики должны воспитываться именно в строгих правилах. А вы знаете, вот раньше дело в том, что я родилась в советский период, папа с мамой это всегда были на работе, и нас, детей, воспитывали на каникулах. То есть меня отправляли сюда, в деревню, в Сабы, к бабушке и к дедушке. А остальное время, естественно, когда мы жили в Ташкенте, мы находились в собственной семье, и периодически я бывала у своих бабушек. То есть я могу сказать, что львиную долю, половину моего воспитания – это, безусловно, воспитание моих бабушек и дедушек. И я помню вот с детства, когда что-то происходило, бабушка только заикалась и говорила: «Отагызгайтам», то есть «не дай бог, я пожалуюсь отцу». То есть для детей это было что-то очень такое трагичное, потому Запредельное. что мальчики и Да. девочки стеснялись своего отца, чтили его, и чтобы провиниться перед отцом, это была большая, огромная вина какая-то, понимаете? Вот авторитет отца был вот незыблем, это Безусловно, был да. такой высокий пьедестал, да, безусловно. И я хочу сказать, что вот, к сожалению, наши молодые мамы иногда делают большие ошибки, когда ссорятся с супругами и когда начинают свое внутреннее эго выставлять и, в общем-то, пререкаются с мужчиной. И вы знаете, вообще сила женщины в ее слабости. И поэтому, если женщина старается вот так вот подавить своим эгоизмом, может быть, если это так сильно сказано, мужчину, это очень плохо, потому что авторитет мужчины теряется в семье. Вот вы знаете, мой покойный брат очень сильно, когда воспитывал своих сыновей, он был очень строг. И я даже иногда в душе вот мальчишек жалела, думаю, ну как же так, ну почему он так слишком строг с ними. А потом, вот когда его не стало, и я поняла, вот эти мальчишки сейчас выросли, и они умеют все.
Вот я благодарна своему брату за то, что он умел в строгости воспитать мальчишек. И при этом вот моя сноха, Милеша, мудрая женщина, она никогда не вступала в защиту сыновей. Она понимала, что если отец говорит, это должно выполняться, понимаете? Вот, и поэтому давайте мы вернем, вот я хочу просто молодежи сказать, девочки, мои дорогие, давайте мы вернем авторитет мужчин. Вот он должен быть авторитетом, он отец, он должен быть авторитетом в семье. Вы знаете, что в исламе, например, многие боятся ислама, потому что, ну, вообще для Российской Федерации, для всех, вот, кто не знает, что такое ислам, очень такой, кажется, страшной религией. Но я вам хочу сказать, что, насколько я знаю эту религию, в общем, я выросла в этой религии и нахожусь в этой религии, это одна из самых демократичных верований. И что самое хочу сказать, что в исламе, например, нельзя жениться, если нет у тебя материальной базы. Да. Вот мы сейчас иногда жалуемся, что вот создают семьи, и, в общем-то, и эта семья в некотором смысле потом идет в никуда и приходит в тупик. А по одной простой причине, потому что мужчина, прежде чем жениться, он должен быть готов к этому. Он должен быть материально, в том числе, тоже к этому готов. Нельзя создавать семью на пустом месте. То есть, если ты создаешь семью, и если ты хочешь, чтобы у тебя были дети, ты должен для этого постараться, ты должен для этого создать базис материальный, чтобы потом никто ни в чем не нуждался. Вот так вот. Да, вот, казалось бы, простые истины, а мы как-то, да, вот в реалиях современного мира говорим об этих вот незыблемых вещах. И вот это вот феминистические настроения, как вы к ним относитесь? То, что вот этот Запад и вот, ну, как бы вот, притесненная женщина в исламе и так далее. Многие же вообще не понимают реально. Вы знаете, это все так придумано. Вообще в исламе женщина имеет столько огромное количество прав. Я иногда вот арабским женщинам, которые живут там в этих странах, я им очень завидую. Вот, откровенно говоря, знаете почему? Потому что была такая ситуация, я вам даже расскажу ее. Это были начало 90-х, ну, вернее, это где-то середина 90-х. И мой супруг поехал в хадж, совершить хадж в Саудовскую Аравию, и был в гостях у своих друзей. Потом приехала и мне рассказывает такую историю. Я была чему крайне удивлена. Он говорит, ты знаешь, говорит, вот я был в гостях, и жена, вот его друга, она сказала, значит так, мой дорогой, ты мне привозишь вот памперсы и так далее, я не хочу марать белые ручки, я не буду, в общем, стареть, я не хочу рано стареть. Вот ты, это твой ребенок, ты должен за ним смотреть так же, как и я смотрю. И, в общем-то, вот этот вот арабский муж, который не имеет права ничего сказать против, потому что она мать его ребенка, вы понимаете? Какие у нее права. То есть она сказала, иди купи памперсы, и он пошел смиренно, их купил. Вот. У нас такого нет. У нас, говорит, ты женщина и так далее. То есть монолог по-разному может продолжиться в любой семье, не только, я имею в виду, в татарской и так далее. Вот просто я хочу сказать, что вот, ну, если правильно понимать ислам, что это такое, это вообще такая огромная защита женщины. Вот там столько прав у нее, что иногда прям это завидки берут. Почему? Потому что эти правила, эти законы там выполняются. К сожалению, у нас не всегда это происходит. Вот у нас вот, ну такая страна. Просвещение, опять же, а ваш журнал каким-то образом дает эту информацию? Вот он как-то вот... Нет, и безусловно, мы интересные истории. В нашем журнале очень много интересного и о истории, и о культуре. Вообще в нашем журнале есть... Вы знаете, вот я могу сказать, что наши читатели, наши любимые читатели, они такие благодарные люди, и когда они нам сказали, что
читая много изданий, но мы не нашли нравственности, кроме вашего журнала, мы были очень горды. Да, на самом деле. Безусловно, наш журнал – это высоконравственное издание. Мы не имеем права показывать женщину в плохом свете. Мы не имеем права кого-то судить. Мы не имеем права кого-то осуждать. Мы всегда должны сеять вечное разумное. Мы должны рассказывать о себе, какие были люди, что, каким своим трудом, чего они достигли. Не только, я имею в виду, у нас, в принципе, я не могу... Вообще у нас издание светское, чтобы вы понимали. У нас не исламское издание. Но так как наша культура, вообще, да, наша нация взаимосвязана, безусловно, мы придерживаемся ислама, естественно, мы об этом тоже пишем. Вот. А вот такой вот вопрос, Рамзия Ханум, у вас же происходит ежегодный вот эта церемония, республиканский конкурс женщин, да, и вот обычно величие женщины в ее и скромности, как вы находите эти драгоценности, каким образом вот вся вот эта работа предварительная, и это, безусловно, очень и тяжело. Вот можно поподробнее, то есть это как, кто-то о них рассказывает, механика немножечко за кадром, да? Вот. Не, ну вы знаете, дело в том, что я вам хочу сказать, что республиканское мероприятие «Женщина года, мужчина года, женский взгляд» это мероприятие общественной организации «Женщины Татарстана», которую возглавляет Валеева Зиля Рахимьяновна. Мы являемся единственными, скажем так, единственным изданием, которое освещает вот это мероприятие. Более того, мы являемся членами президиума, мы являемся теми, кто, в общем-то, работает рука об руку с комитетом «Женщины Татарстана». И хочу вам сказать, да, в республике чествуют накануне 8 марта женщин всех рангов, женщины-матери, женщина культура и духовность, женщина моя судьба, моя профессия. Ну, там очень много номинаций, и поэтому в каждой номинации находится своя героиня. Мы этих героинь как раз ищем. Благодаря вашему журналу, да? Вот да, мы их ищем, мы о них пишем, мы о них рассказываем, мы их любим. Мы ими гордимся, это очень важно, что мы ими гордимся, и гордится вся республика вот такими своими женщинами. И они, как я понимаю, неким являются таким вот вдохновением для женщин из других государств, потому что это уже не только республиканский такой охват этого мероприятия, да, вот у вас там среди гостей из Франции была, и вообще из Европы, и не только, вот поподробнее. Да, руководитель ЮНЕСКО в позапрошлом году приезжала, да, и всегда у нас бывают, на этом мероприятии бывают почетные гости, на этом мероприятии всегда присутствует президент республики, безусловно, руководители ведомств. В общем, вы знаете, это огромный труд человеческий, большой праздник для женщин, для матерей, для передовиков производства, для всех тех, кто своим трудом, своим умом, своей деятельностью поднимает и восхваляет, можно сказать, женщину, республику, какие-то новые открытия совершают в науке, ну, то есть вот разноплановые, разносторонние женщины, да, и женщина-наука. И вы знаете, в принципе, я вам хочу сказать, что в последнее время, вот и у нас чемпионат мира прошел по рабочим профессиям, вы знаете, да, и, безусловно, и рабочие профессии, женщины в труде, это очень важно. Ага, то есть получается, что вот этот аспект, а то все так стремятся к кабинетным каким-то, да, вот таким воздушным, да, а вы как раз чествуете женщину, которая... Нет, да, у нас и доярки, и фермеры, вы знаете, и колхозники, и рабочие, у нас женщины рабочих профессий, это очень почетно, это очень, вы знаете, это всегда... производство, и вообще, в принципе, я не представляю современную страну без производства. А женщина, она всегда и везде есть, и в производстве в том числе, безусловно.
Да. Да, да, да. А вот такой аспект, вот если мы говорим о том, что профессии разные, да, и призвания у всех разные, вот это направление, то, что вот дизайнерская, да, одежда, возвращение к своим корням, очень многие стараются как-то вот себя проявить через вот это, да, там что-то шьют, вышивают, украшения делают, орнаменты берут. Даже если брать сегодняшний, да, вот интерьер, вот у меня такие подушечки тут замечательные, да, вот, ну, как бы с икатами, я знаю, что вы тоже Да. в этом плане очень здорово Абровый орнамент, да, я вот разбираетесь, да, с да. удовольствием любуюсь вашим интерьером, потому что я сама родилась в Ташкенте, и для меня это Мгм. не новость, и я очень люблю. Вообще культура, узбекская культура тесно переплетается с татарской, поэтому, наверное, в Узбекистане проживает самая большая диаспора татарская Мгм. на бывшей территории Советского Союза. У нас Мгм. даже культурные коды совпадают. И Ага. если так немножко знать хорошо татарский язык, то через некоторое время вы прекрасно заговорите и на узбекском. Вот оно, да, как говорится, Да, родство, да, да, в таком да. ключе. У нас общие А, корни, да. Если так сказать, допустим, можно нас считать троюродными братьями и сестрами. Здорово, да, большая наша Да. семья. А вот как раз возвращаясь к эстетике, красоте и вот эта вот сила, связанная с творчеством, вы же являетесь как раз-таки членом организационного комитета вот этого, да, Да, международного конкурса да. International Fashion. Что это за конкурс? Что, кого он объединяет? Это там разные национальные костюмы. Что такое татарский национальный костюм? И вот эти все орнаменты. Это же язык символов. Это очень такой важный момент, аккумулирующий пространство в доме, и вот какая-то там, если на тебе вещь, вот что можете сказать про сегодняшние реалии, именно там, Мгм. как это развивается? Ну, это не индустрия, направление, вот как это? Да. Вы Мгм. знаете, вообще в 2009 году впервые мы провели международный конкурс Мгм. дизайнеров именно национального костюма. Сюда к нам приехали по нашему приглашению представители разных республик бывшего Советского Союза и зарубежья. И они были представлены, работы дизайнеров представлены были очень широкоформатно. Что вам Мгм. хочу? Вот это дало свой толчок, еще раз я имею в виду, до этого тоже, Мгм. безусловно, еще раз дало свой такой хороший толчок к тому, к развитию национального Мгм. дизайна, наверное, вот так будет. Мгм. То есть Мгм. к развитию маркеров в современной одежде. Очень много сейчас молодежи, которые хотят себя как-то проявить. Да, да. А, Ага. Очень много талантливой молодежи, я прям восхищаюсь нашей талантливой молодежью, которые решили заняться и этой темой в том числе. Единственное, что у нас, к сожалению, бывает небольшие ошибки. Мгм. Это даже может быть вина не столько молодых дизайнеров, сколько их педагогов. К сожалению, нет того знающего педагогического состава, который правильно бы трактовали все истоки и все правила по созданию орнаментуры, по созданию тех или иных узоров и Мгм. то есть стилистики этих узоров. Дело в том, Мгм. что многие делают сейчас ошибки по элементарным вещам. Вот если меня видно, я сегодня тоже в современной футболке Да, ну да, ее так с чуть-чуть видно, орнаментом, да. да, Ага, ага. с орнаментом ювелирного украшения, которое называется йокашилбаре, то есть воротниковая застежка. Но Ага. иногда бывает так, что наша молодежь делает современную одежду, те же футболки, и орнамент кожаных сапогов, скажем, и чагов лепят на футболке. Вот Да. это большая ошибка. Одно дело, воротниковая застежка, это всегда было украшение ювелирное, но Мгм. в то же время и деталь одежды. Мгм. А, Вот когда ты носишь татарские знаменитые ичиги, щитек, это очень красиво. Но Да. когда по незнанию ты переносишь орнамент татарских ичигов на верхнюю одежду, это большая ошибка. Потому что вообще, в принципе, орнаментура, цветы Мгм. татарских ичигов, она вообще была создана еще
до исламского периода, вот эти вот красивые переходы цветочные. Ну, потом это, естественно, там еще были в свое время зооморфные орнаменты и рисунки, но сейчас с приходом, с принятием ислама, естественно, все это было в цветочных узорах красивых, с прекрасной выделкой, с тонкой кожей, но они всегда несли свои смысловые Да, ага, да. коды. Вот когда ты в сапогах в таких красивых идешь, значит, ты идешь по земле, по великолепной, красивой земле, она цветет, она цветущая земля, твой родной край. Ага. Вот этот цветок у тебя на груди теперь, и ты, получается, лежишь на этой земле, и можно сказать, что ты покойник. Понимаете? Да. Вот это, я не могу сказать, что это грубая ошибка, но это большая ошибка. Когда национальный костюм, что он из себя представляет? Это, безусловно, маркер, то есть принадлежность к той или иной нации. Как таковой, вот, чтобы можно было сказать, вот это 100% татарский костюм, вот так вот все было, и никак, и не иначе, мы никак не можем, потому что, начиная со средних веков, Великий шелковый путь, откуда везли шелка, тончайший хлопок, смесь шелковых тканей с хлопковыми тканями. Это такие были текстильные ткани, которые очень дорого ценились. Их привозили сюда, и здесь шили великолепное платье. Но вот я же говорю, это маркер. То есть татарские женщины всегда эти ткани, эти платья украшали своим орнаментом, и только своим. Поэтому вот очень важная часть – это что такое орнаментура. Нужно соблюдать правила орнамента. Никогда нельзя путать одно с другим. Поэтому я бы молодежи вообще рекомендовала обратить внимание на ювелирные украшения татарские. Вот здесь у вас всегда будет черпать, беспроигрышный вариант, да. Потому что вот ювелирные украшения, их сохранилось хорошее множество. К сожалению, костюмом мы не можем так порадовать всех, это сложно. Вообще, скажем так, ренессанс татарского костюма происходил в конце XIX века, в начале XX, когда появилась татарская буржуазия. Вот тогда пошла изысканность в татарской одежде. Вот тогда татарские женщины украшали себя именно маркерами нашего татарского орнамента. Вот это вот было великолепие. Это было изысканно, это было очень модно. Это были, безусловно, и французские дома. То есть, и я вам хочу сказать, что вот этот вот маленький красивый колфачок, который на голове вот у многих старинных фотографиях, если вы обращали внимание, да? Конечно, Вот это, безусловно, это как атрибутика, как ювелирное украшение, но никак, нисколько не головной убор. Головной убор это всегда, в основном всегда это были платки. Вот. Колфаки, вот эти крупные колфаки, которые на бок вот перевешивались, это было ранее, оно потом постепенно ушло из обихода в 19-м, в конце, во второй половине 19 века это уже практически не носилось. Носили платки, и вот татарская буржуазия себя вот так вот. Определенным образом тоже таким, да. Конечно, татарская буржуазия себя вот так вот именно подчеркивала дорогими такими украшениями татарскими, безусловно, ювелирными украшениями, да, и вот такими великолепными, красивыми колфаками на красивых прическах. Да, то есть вот если брать вот сегодняшний день, вот то, что у вас вот этот конкурс, который, да, вот вы готовите, вот эти дизайнеры, они увеличивается число участников, участниц, и вот это кто, например, там с 2009 года было там, например, 10 представителей, вот сегодня это сколько, вот интересная динамика. Вы знаете, немножко у нас получилось по поводу этого конкурса, я могу сказать, что некоторое время мы взяли тайм-аут, перерыв в связи с экономическим кризисом. Тут ничего не поделаешь, потому что, вы знаете, кризис, он касается всех, и дизайнеров в том числе, и организаторов, да. Не всегда нам, не всегда у нас получается все это организовать.
мой большой друг, декан факультета Института легкой промышленности КНИТО Хаматова Венера Васильевна, мы вот, как говорится, вместе с ней вдвоем рука об руку организовывали при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан этот конкурс в 2009 году. Он у нас периодически с некоторыми перерывами, он все-таки выходит у нас. А в этом году Министерством культуры запущен другой формат конкурса. Здесь запущен конкурс пока по эскизам в связи с пандемией. Сами понимаете, эскизов для дизайнеров эскиза, то есть конкурс эскизов для дизайнеров национального костюма. Здесь он у нас тоже объявлен международным. Я хочу сказать, что нас порадовали зарубежные наши дизайнеры. Здесь нас порадовали наша молодежь. Очень есть талантливые люди, есть и прославленные люди. Не хочу всех озвучивать, это будет некорректно с моей стороны, потому что сейчас прошел пока полуфинал. Финал конкурса будет, я думаю, на следующей неделе, и потом мы объявим, кто у нас стал победителем. И по результатам данного конкурса у нас будет решено, я думаю, что министр культуры примет еще какие-то проекты, потому что у нас запланировано очень много проектов, в том числе фестиваль национального костюма. Да, но, к сожалению, который должен был быть в этом году, я думаю, что его просто перенесут на будущий год. Но зато будет очень много времени у дизайнеров, вернее, достаточно времени у дизайнеров создать свою великолепную коллекцию, да, безусловно. Я в данном случае могла бы дать совет молодым дизайнерам не стесняться и обращаться с вопросами, с любыми, куда угодно, хоть в министерство, хоть к нам в редакцию. Пожалуйста, как говорится, двери открыты везде, все с удовольствием дадут консультацию, все с удовольствием помогут, потому что многие иногда молодежь боится и думает, если я вдруг спрошу, а меня прогонят. Никогда. Девочки и мальчики, почему? Потому что и мальчики у нас дизайнеры, девочки и мальчики, не стесняйтесь, обращайтесь, мы всегда рады помочь. Мы всегда рады чему-то новому. Вообще, в принципе... Проконсультировать экспертно как раз, чтобы... Безусловно. Это требование времени, вы понимаете? Это очень... Меня вообще радует, что общество желает вообще желает нарядиться в национальный костюм. Да, вы знаете? Значит, мы созрели. Значит, мы выросли, значит, у нас уже сознание такое, что мы хотим представить себя именно неотъемлемой частью своей нации, своей культуры, понимаете? Это очень важно. Меня это радует, когда нынешнее общество, современное общество желает примкнуть к истокам. И главное, так интересно, то есть те, кто все это придумывает, являет эту творческую мысль уже в какой-то физический, материальный такой аспект. Спрашивают зрители, когда будет финал, то есть лучше об этой информации следить на сайте, журнала. Да, на сайте журнала, или на сайте нашего журнала, и на сайте, безусловно, Министерства культуры Республики Татарстан. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, что Ирада Хафизян, нынешний наш министр Аюпова, вы знаете, это такая интересная и талантливая женщина, она, можно сказать, дала второе вдохновение этому конкурсу. Я очень благодарна ей за это. Я думаю, что мы этот большой конкурс сделаем вернее, культминацию этого конкурса, фестиваль, показ сделаем очень большим красивым праздником. Очень хочется сделать именно праздник костюма, праздник культуры. Хочется показать всю палитру великолепия нации, понимаете? Это, безусловно, мастера прикладного искусства, это великолепные ювелиры, это мастера кожи, это мастера гончарного производства. Просто я уж не стану сейчас все перечислять. Да, это мастера по вышивке.
Так как я периодически представляю Республику Татарстан на тех или иных мероприятиях именно с мастерами прикладного искусства и изобразительного искусства, я вам хочу сказать, ну, таланты — это такие великие люди, и я вот прям преклоняюсь перед ними, я их очень люблю, и вообще я вообще считаю, что я очень счастливый человек, мне всегда везет на таланты. Вот. Здорово. То есть, Да, вот Аллах Тааля, вот говорит, ага, Всевышний дает мне какие-то пути, и я вот по этим путям мелкими шажками иду, и всегда нахожу именно тех людей, которые нам нужны, которые ценны для нашей нации, для нашей культуры. да, ну вот здесь же как бы получается, без вас как бы мы о них узнали. Получается, вы являетесь такой объединяющей, притягивающей, как магнит, площадкой, когда они, делая свои вот эти вот коллекции, что-то, да, созидая вот эти композиции, куда, чего, получается, это искусство, эту культуру нужно же показывать, и вы как бы Безусловно. да, ага. Будем знать. То есть давайте тогда такие небольшие подытоги. Итак, мы сегодня с вами поговорили, первое, наш код татарской женщины, вообще женщины, которая воспитывает настоящего мужчину. То есть наши дорогие зрители, наши читатели портала, все-таки вот основные такие 3 направления, это, насколько я запомнила, это просвещение, далее... Безусловно. Да, просвещение, то есть начиная вот как раз журнал, он является тоже определенным вот этим Носителем. носителем, да. И дальнейшее это все-таки на пьедестале мужчина, потому что мудрость женщины это в той внутренней тишине, и когда она воспитана и понимает, вот это 12-я гимназия, да, в Казани у нас замечательная, Да, татарская гимназия для девочек, татарская. Для девочек, да. Было бы здорово вообще все это тиражировать историю, потому что все уже даже как бы не только в нашей да, большой татарской семье, да, вот вообще в принципе в мировом сообществе говорится о том, что вообще происходит вот с этим онлайн, да, переходом образования, вот как это все. По идее, может быть, ваш журнал тоже Симбике будет какую-то такую онлайн вот этого направления развивать, потому что у вас же кладень, у вас же сокровище вот этих знаний, которые сейчас у нас, вот почему мы тоже в Инстаграм вышли, это очень, и вы с нами, мы очень рады, чтобы как раз вот... Ну, вы знаете, если говорить о нашем журнале, я могу сказать, что я, в принципе, отношу себя к людям, которые очень мало знают. У нас такие журналисты с таким огромным багажом знаний, что вот каждый из них, если будет у вас гости, вы для себя откроете новый и новый мир татарской культуры, татарской литературы, татарской журналистики. Будем рады за рекомендации, потому что мы тоже наш портал создавали и объединять, и вот эту давать импульс к просвещению, желанию, пробуждать, чтобы люди познавали культуру свою через, будем так говорить, амбассадоров, как вы, и все, что вокруг вас. Вот такой еще аспект по поводу символизма и так далее. Вот что вы можете порекомендовать, ну, как бы в плане... Ну, вот нашим молодым дизайнерам, помимо того, что они могут зайти посмотреть на площадке вашего журнала и министерства, вот проштудировать, аудит сделать относительно, переосмыслить, или вот как? Вот, может быть, какую-то мы отдельную сделаем публикацию, либо возьмем с вашего... А давайте мы сделаем прямо отдельную консультацию, это раз. И, может быть, мы сядем, я вот сделаю подборку той литературы, куда можно обратиться. Да. И, может быть, я в следующий раз, если это, ну, то есть, если появится желание это все увидеть, я прям даже приготовлю все эти ювелирные украшения, все эти головные уборы, и буду показывать вот пошагово, где, как, какие ошибки, и где их можно и нужно исключить, как можно себя вот буквально какой-то небольшой деталью подчеркнуть и сразу показать, кто ты. Да, вот потому что вот это же, ну, как бы, пусть там сакрально, не сакрально, мы все-таки говорим о том, что все эти коды, ключики, да, могут усиливать, либо, наоборот, ухудшать ситуацию. И раз это вековая, будем так говорить, наши традиции, и знать именно вот эти коды,
том числе нам, женщинам, и нашим молодым девушкам, было бы здорово. Я заранее у вас прошу вот такой экскурс все-таки организовать для наших зрителей, для наших, будем так говорить, читателей. И такой вот момент, вот ваше напутствие, да, потому что вот сегодня мы как бы, да, в мае 2020 года все вот это вот бурлит, безработица, еще чего-то. Вот те женщины, с которыми вы всегда общаетесь, успешные, которые к земле близко, да, там что-то созидает, агро, там вот этот ручной труд. Вот что нужно нам, вот молодым, юным, уже зрелым женщинам, вот как вот в этих кризисных моментах, вот что вы можете им порекомендовать, как сохранить внутреннюю вот эту вот Внутреннюю гармонию и покой, да, я поняла. Вы знаете, вот я для себя сделала что? Я начала учиться. Ага, вот, то Да, есть вот это, ага. я начала учиться, да. Вы знаете, вот очень хороший совет. Возьмите любую литературу, возьмите, почитайте какие-то познавательные. Вообще, в принципе, история, культура, история, есть замечательная книга «История татар». Я бы вот посоветовала, что если вы хотите полностью как бы сделать перезагрузку, мой совет – начинайте чему-то учиться. Это не значит, что ты должна пойти и поступить на юрфак и так далее. Нет. Ну, возьми для себя какую-то небольшую цель. Возьми что-нибудь, попробуй вот вышивку сделать какую-нибудь или приготовить что-то. То есть вот возьмите и полностью немножко вырвите себя из того контекста, в котором вы сейчас находитесь, и сделайте, попробуйте что-то совершенно иное, которое не присуще вам. Никогда. Вот, и вы откроете какие-то новые свои грани. Вот я стопроцентно в этом уверена. Поэтому мои пожелания молодым: учиться, не бояться. Вы знаете, на ошибках учатся. Не бойтесь делать ошибки. Вот никогда не бойтесь ошибаться, да. Не ошибаются только сами знаете кто. Поэтому... Совершенно верно. И поэтому пробуйте вот все, что угодно. Казалось бы, невероятные вещи, но вот вы попробуйте, и у вас откроется второе дыхание. Может быть, даже какие-то таланты, скрытые, о которых вы даже не знали. Ага, вот это вот очень такой момент важный, когда мы на самом деле по привычной схеме живем, да, по привычным тропам ходим, а тут что-то для себя новое. Вот, например, журнал Сюмбике, у него он онлайн как-то представлен, мы можем, допустим, какие-то оттуда черпать информацию? Да, вы знаете, у нас великолепный сайт. Вы можете заглянуть к нам на сайт, и там есть все. Но я хочу предупредить аудиторию, что журнал Сюмбике всегда выходил на татарском языке. И на других языках он не выходит никак и не будет никогда выходить. Прежде всего, это журнал для того, чтобы сохранить свой язык и культуру. Поэтому сайт у нас тоже на татарском языке, но он не сложный. Я знаю, что многие татары, которые сейчас плохо говорят на татарском языке, вот вам, пожалуйста, еще один шаг потренироваться и попробовать, да, выучить свой татарский язык. Видите, родной язык. Да, замечательно. Да, я тоже, когда общаюсь с нашими уважаемыми там, потенциальными гостями, говорит, знать язык, это, ну, как бы, собственно, чувствовать, как ритм сердца бьется, потому что это, как бы, да. Но, а вот в целом, подрезюмируем, мы с вами час, между прочим, пролетел, пока мы с вами Да вы что? Да. И у меня еще столько к вам вопросов, столько пожеланий, ну, как бы, потому что в преддверии нашей беседы мы же говорили и о том, что у вас есть интересная история про Чак-Чак, мы с Гюзель Ханым тоже об этом говорили, и мои подруги замечательные, которые интересуются нашей традицией, культурой, вот они говорят, как интересно, Чак-Чак, надо же, что же вы нам, какой вот, будем говорить, сюрприз. Давайте резюме, то есть Алаверды, легенда о Чак-Чаке, моя версия. Дело в том, что это не столько моя версия, я очень люблю легенды, потому что легенда это такая интересная вещь. Казалось бы, это какая-то быль, правда, но так как это легенда, здесь и научное сообщество не может к тебе со своими претензиями предъявить что-то где-то как-то по одной простой причине, потому что это легенда, это сказка, это легенда и так далее. Вот мы сегодня говорили о Великом Шелковом пути.
Да, Вы да. знаете, что великие большие караваны, соответственно, и ходили и в Древний Булгар, и так далее, и дальше в сибирские ханства. Вот одна из легенд гласит о том, что в Иране, то есть это не легенда, это есть на самом деле, в Мгм. Иране есть такой родник, он называется Чак-Чак. Так. Да, в Иране есть такой родник. Вы знаете, кто бывал в Крыму, Бахчисарайском, вот кто видел Бахчисарайский фонтан? То есть вот Мгм. что-то из себя представляет этот иранский родник. То есть оттуда капает вода, Мгм. такая медленными капельками, и такой звук происходит, чак-чак. И этот родник считается священным. И Мгм. оказывается, набирали в свое время очень маленькие золотые и серебряные кувшины эту воду, и как Мгм. священную воду возили вот в дальние дороги с собой. Вот. Вы На самом представляете, как деле, это, да, интересное месте интрига. прервалось. Да, Так да, на вот, самом вот в интересном. эти Ага. серебряные, да, давайте, пока не закончилось, быстро я расскажу. Ага. Вот в эти серебряные кувшины наливалась эта священная вода, Ага. и когда готовили огромное мероприятие, но в основном это мероприятие готовилось в царских палатах на какие-то праздники великие, именно Мгм. эту воду добавляли вот в эти баурсаки, которые готовились с медом. Их называли чак-чак. Вот одна из легенд. То есть несколько капель этой воды из Мгм. родника чак-чак добавлялось в тесто вот этого вот баурсака. А, как интересно, слушайте. Для меня Да, это вообще, да, интересно, это, да? да, да, очень, ну, здесь еще такой момент, что ведь шелковый путь это на самом деле караван перехода вот этих культурных кодов и тоже некое просвещение. То есть люди учились, они узнавали через этот караван, что какие традиции, Конечно. культуры и так далее, да. Поэтому вот, Иран, шелковый путь, это все связано, чак-чак. Очень интересная история. И мы Да. И благодарим. этот родник существует до сих пор. Вау, очень, я Да. была в Иране очень давно в Тегеране, надо будет посмотреть тоже у своих коллег, спросить, с которыми тоже сотрудничала. Рамзия Ханум, вы как энциклопедия, с вами видите, даже часа не хватило, у нас Инстаграм просто-напросто как-то нам так, я сделал. Я надеюсь, что у нас получилось сохранить вот этот эфир и вот самое интересное, да, вот на вкусный десерт про чак-чак, вот, вы нам так угостили нас еще этим. Мы будем, надеюсь, домами дружить, наш портал Питер Татарс с вашим журналом, издательством, да, Сюмбике, какие-то интересные, то, что можно на русском языке, потому что все-таки тяга к родным корням, те, кто не знает татарский язык, но являются носителем, да, вот, собственно, в том числе и я. Было бы здорово как-то вот, ну, вот такой мостик нам настроить вот по поводу обмена информацией, вот это наследие и все, что может быть полезно вот как-то так вот, да, вот обмениваться. Чтобы мы были в курсе, что происходит, мы говорили об этом С у нас, да, удовольствием. да. И вот этот эфир, мы пока с вами говорили насчет рекомендаций, какие избегать ошибки по поводу символизма, потому что это очень важно. Кто-то, да, аппликации делает, кто-то делает красивые украшения, и если что-то неправильное туда, какой-то узор включили, интегрировали, это как бы зачем? Нужно как-то в этот момент корректировать, и раз есть вы, раз есть вот это знание, было бы здорово, наверное, сделать отдельный вот такой вот экскурс. Мы вас все-таки так вот заранее просим, помогите нашим зрителям, они уже выразили свое желание познакомиться поближе с этим, потому что вы сегодня такой, знаете, как Хорошо. презентация, можно это обсуждать. Ну что ж, мы тогда будем, дорогие зрители, с вами, к сожалению, прощаться. Я вынуждена вас отпускать. Вот. Вам желаю баракятного тоже настроения, всех сопутствующих благостных мероприятий, которые будут усиливать ваш дом, усиливать ваше дело, хороших соратников, чтобы Сюмбике, журнал, это издание, оно и дальше несло вот этот цвет просвещения. Аминь. И, конечно же, вот, собственно, будем рады вашим рекомендациям, как нам себя развивать, потому что, опираясь на ваши советы, мы как бы будем идти в правильным курсом. То есть вы наш камертон, как я говорю, чтобы наш музыкальный Спасибо, инструмент. спасибо. Еще раз всех с праздником.
Желаю всем удачи. Обращайтесь, мы всегда рады. Читайте журнал «Сюймбике». Будьте всегда с нами. Да. И будете всегда в курсе всех культурных событий и культуры и истории великого татарского народа. Аминь. Ну что ж, благодарю. С нами сегодня была гостья Рамзия Римма. Мы потом еще поговорим про ваши вторые имя. Хорошо. Ангаровна, да, Кашапова. Поэтому будем ждать вопросы, если что, уже дальше через вопрос-ответ как бы после эфира. Все, до новых встреч. Все. Через До неделю. новых встреч. Да. Сау булагыз. Сау булагыз. Оңышлар. Да, ага.